Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mening ismim Bulat. Men chet eldagi boshqirt milliy harakati a'zosi. Bugungi topshirig'imni til to'g'risida aytib o'taylik. Qizg'alashga qarshi biz tatarcha yoki boshqacha butun topshiriqni olib bora olmaymiz. Ammo va lekin inshaalloh akrin o'zimizning tug'an tillarimizga ko'charga sababimiz bor. Я хочу сегодняшнюю передачу посвятить теме языка, башкирского и татарского языка. К большому сожалению, мы не можем вести на татарском или башкирском языке в силу множества причин, главная из которых это то, что 80% наших народов не обладают знаниями достаточными в башкирском и татарском языке, чтобы свободно излагать свои мысли и понимать сказанное. Для этого есть причины, множество причин, главная из которых это то, что мы находимся в колониальном зависимом положении, и на протяжении особенно последних 100 лет государственная политика была настроена на то, чтобы постепенно уничтожать наши языки. Очень часто возникает вопрос о государственном языке Республики Башкортостан, который планируется. Я, будучи татарином, жителем Республики Башкортостан, считаю, единственным государственным языком должен являться башкирский язык. И причина для этого, главная причина то, что в настоящее время башкирский язык имеет неравномерное распространение, неравные условия по сравнению с русским языком главным образом. Если поставить в равные условия русский и башкирский язык, то применение башкирского языка будет минимальным, ничтожным, и фактически на должную ступень башкирский язык встать не сможет таким образом. Эти примеры множество у нас были, например, Республика Казахстан. До тех пор, пока не проводилась системная политика по внедрению казахского языка, казахский язык до сих пор не может встать на должный уровень. Нет той степени свободного обращения казахского и русского языка. В Башкортостане ситуация еще хуже. То есть степень владения башкирским языком минимально ничтожна даже среди башкирского населения. Также очень часто возникает вопрос о том, что государственным языком должен стать еще и татарский язык. Лично я против категорически этого. Во-первых, по той же самой причине, по которой я против и русского языка в качестве государственного языка Республики Башкортостан. Но также есть и другая причина. Она заключается в том, что разница между башкирским и татарским языком практически минимальна. И татарин, владеющий татарским языком в полном объеме, свободно может говорить на башкирском языке и свободно понимать башкирский язык. Все те возражения, которые есть, якобы непонимание, они продиктованы тем, что, к сожалению, татары не знают татарского языка в должном объеме. Те татары, которые знают татарский язык, для них понимать и говорить на башкирском языке не составляет никакого труда. За примерами далеко ходить не надо. Значительная часть татарской эстрады выходится из Республики Башкортостан. Салават Агай и Айдар Галимов и мархум Хания Фархи. Они прекрасно говорили, пели на башкирском языке, одновременно на башкирском и татарском языке. И говорили, и говорят. То есть вот эта вот разница в том, что мы не сможем владеть башкирским языком, она несколько надумана. Поэтому для тех, кто действительно владеет татарским языком, проблемы в изучении и понимании башкирского языка быть не может.
Какова же мотивация тех, кто говорят о том, что татарский язык должен быть на одном уровне? Апеллирует это к тому, что есть значительная доля татарского населения. Здесь мы можем упираться в исторические причины, как получилась эта значительная доля татарского населения. Но это тема отдельного разговора по истории, историках и вообще происхождению вот этих вот вопросов непонимания я бы хотел высказаться отдельно. Сегодня только о языке. И тут же возникает вопрос так называемого северо-западного диалекта башкирского языка, который татарская часть таковым считать отказывается, настаивает на то, что это является говором литературного татарского языка. Если честно, то проблема не стоит выеденного яйца. Потому что, да, говор такой существует татарского языка, и те, кто общаются на татарском языке, они прекрасно знают, что в Казани говорят не так, как на северо-западе Башкортостана. Это и с окончаниями связано, это и с некоторыми словами. Ну, за примерами, если далеко не будем ходить, там, беляем, бельмаем, бельмим, белям, яшаем, яшим, например, иден в Башкортостане говорят, иден в Казани, кадак в Башкортостане говорят, кадак в Татарстане, наме в Башкортостане, нерсе в Татарстане. Разница, с одной стороны, минимальная, с другой стороны, она все-таки есть. И тот, кто говорит на том говоре, который есть на северо-западе Башкортостана, в Татарстане, они сразу же определяются как выходцы из Башкортостана и всегда говорят, башкиры приехали, это как бы вот на бытовом уровне это существует. В то же время есть значительная часть башкирского населения, также проживающая на северо-западе Башкортостана, которые говорят на таком же языке, как и татары, которые живут на северо-западе Башкортостана. Но какое право мы имеем, как татары, отказывать башкирам северо-запада Башкортостана в том, что это является диалектом башкирского языка? То есть моя мысль очень простая. Если для человека самосознание его является башкирским, он считает себя башкиртом, то его язык – это северо-западный диалект башкирского языка. В то же время человек, который считает себя татарином, самосознание у него татарское, для него это говор татарского языка. И какой-то большой проблемы из этого строить совершенно не нужно. Башкирский народ – это родственный, близкий нам народ, но это другой народ со своей историей, с отличающейся культурой, с несколько иным происхождением. И отказывать башкирскому народу в праве самим определять, что является диалектами башкирского языка, ну, это, мягко говоря, не очень хорошо, не очень правильно. Ну и потом для тех, кто знает более или менее татарский язык, ведь сама Казань тоже не говорит на литературном татарском языке. Например, из тех деревень, откуда выходит мой отец, там есть активное джеканье, присущее ногайскому языку. Жангар, жава, такого рода вот примеры. Жигитляр, жигребжириляр. То есть в литературном татарском языке такого активного джеканья нет. Есть диалекты, мещанский диалект, так называемый, там есть говоры чекающий, цекающий. То есть из таких различий языков вообще не стоит никакой проблемы возводить. И на литературных языках никто в мире не говорит. Все литературные языки – это несколько искусственное образование, сделано для унификации. Давайте еще обратимся к примерам других народов. Я достаточно хорошо знаю турецкий язык, плюс его в некоторых диалектах. И я могу сказать, что, например, на северо-востоке Турции говорят на том диалекте, который практически в точности совпадает с азербайджанским языком. Но никому даже в голову не придет называть эту часть Турции частью Азербайджана. Так же, как
никому из турков в голову не придет считать Азербайджан частью Турции. Это два государства, это два разных народа со своей культурой, со своим происхождением. Да, очень близкие, но при этом разные. Также на юго-востоке Турции, даже в центральной Турции есть диалекты, которые максимально близки к туркменскому языку. Они настолько отличаются от литературного турецкого языка, что носители стамбульского диалекта с трудом понимают носителей вот этого туркменского диалекта турецкого языка. Но никому в голову не придет, что Туркменистан является частью Турции, либо Турция является частью Туркменистана. Политическое объединение – это все-таки несколько иное, нежели просто языковые. И проблемы из этого, то есть предметом для того, чтобы были непримиримые противоречия между башкиртами или татарами, нет и быть не может. Поэтому языковой вопрос сейчас – это не вопрос татарского и башкирского языка, а вопрос того, что ни татары, ни башкиры сейчас в должной степени, на должном уровне не говорят на своих языках. Сейчас проблема не того, чтобы татары перестали говорить на татарском в пользу башкирского, либо башкиры перестали говорить на башкирском в пользу татарского. Мы все становимся русскими, мы забываем свои языки. И даже то, что сейчас я вынужден говорить на русском языке, свидетельство этого. И то, что мы вынуждены через YouTube постоянно, через какие-то другие каналы общаться на русском языке. Постепенно наша задача уйти от русского языка, вернуться к своим языкам, говорить каждый на своем языке. И для того, чтобы способствовать этому, мое мнение, нам нужно отказаться в том числе от кириллицы и вернуться к латинице. Да, множество может быть возражений, что наша графика была арабская, но надо понимать, что большинство тюркских народов сейчас переходит на латиницу. Есть уже алфавит разработанный, средний алфавит, удобный для всех. Прямо сейчас можно скачать, например, туркменский алфавит, и в туркменском языке есть те недостающие буквы, которые есть в турецком языке. Н, например, Г, К. Вот. Поэтому уже сейчас можно перейти на латиницу и в сообщениях в WhatsApp, в Telegram попытаться писать на своих языках, башкирском, татарском, казахском, других тюркских языках уже с применением латиницы. Это послужит сближению нашими народами и отрыва от так называемого русского мира. Это то, что нужно делать и можно делать уже прямо сейчас. Для этого не нужно никакой государственной поддержки. Это должна быть инициатива снизу. И я хотел бы обратиться в основном даже к молодым людям. Все-таки наше поколение в какой-то степени это мертвое поколение. Все, что мы можем и сделать, и должны сделать, это попытаться воссоздать в полной мере независимость Республики Башкортостан, Республики Татарстан, других республик. Но сделать их полноценными государствами с национальными языками – это задача молодых. Да, вам сейчас невероятно сложно, но опыт восстановления языков был. Он был у чехов, например, они тоже практически все перешли на немецкий язык. Интеллигенция говорила на немецком языке. Чешский язык считался языком деревенщины. Они смогли восстановить язык. Пример Израиля, который вообще искусственно воссоздал, значит, из небытия возродил еврейский язык. Именно как иврит, а не идиш, на основе немецкого языка, который был. То есть таких примеров достаточно много. У нас не все потеряно, у нас есть близкие к нам народы, мы сможем питаться из турецкого языка, из казахского языка. Второе, что бы я хотел сказать, это то, что мы постепенно из нашего языка должны ликвидировать русизмы. То есть
брать, например, из того же турецкого языка терминологию, которую они тоже зачастую взяли из французского или английского языка, и применять ее к своим языкам. Ну, давайте вот пример. Велосипед. Почему мы должны говорить именно велосипед? Когда есть, ну, в деревнях говорят лесопед, например, хотя это тоже можно и не исключать такой вариации, почему бы и нет. Это согласуется с нормой татарского языка. Но можно и говорить бисиклет. Мотоцикл заменить на мото, автобус, автобус и так далее. То есть активно применять те наработки, которые есть в других языках, и уходить таким образом от русификации. Эти задачи мы можем выполнять уже сейчас. Для этого не нужно никакой государственной поддержки. Также хотелось бы обратиться к тем татарам, которые проживают в других национальных республиках. Я все-таки думаю, что у татарской нации есть своя миссия. Это миссия посредника. Это миссия людей, которые умеют и любят договариваться. Поэтому мне кажется, что те татары, которые проживают в республиках национальных, таких как Чувашская республика, Мари-Эл, Удмуртская республика, проживают рядом с Резевой, Макшевой, их обязанностью является не только владение своим татарским языком, но также изучение и общение на языках республик. В этом наша особая миссия. Мы всеми силами должны помочь этим народам не просто в сохранении, а в их развитии. В развитии не только языка, но и в развитии государственности. И если татарский народ возьмет на себя такую миссию, тогда будет будущее татарского народа обеспечено тем, что нас будут окружать дружественные нам народы, говорящие на своих собственных языках. Мы, как будучи торговцами по природе, таким образом сможем являться именно ментально объединяющим фактором. Нам не нужно обязательно какое-то государственное объединение, которое повторяло бы там Россию в какой-то степени. Нам это совершенно не нужно. Каждый народ пусть развивается самостоятельно. Мы же должны быть помощниками в этом процессе, а не, как я уже ранее говорил, пятой колонной, противодействующей этому. В этом есть тоже большая роль татар. И я обращаюсь прежде всего опять к молодежи. Именно на вас возлагается эта сложная достаточно вещь, но я надеюсь, что наша талантливая молодежь с этим справится. Inshaalloh kelajakda biz ko'proq tatarcha, boshqacha, malisha, chuvashcha, butun tillarda сөйләшә olamiz. Hozirgi zamonda akrin-akrin o'z tillarimizni qaytarishga tirishib. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush bo'lasiz.